Маршвол Абдулхаким, ассаламу алейкум рахматуллах. Абдулхаким, Шидош Олич, Давулош, Юсулти Айца Кохата, Дальха Кечтен, Кохата Цаништ, Камелди Дой, Юсулти уже на шей, Хаташ Дойч, Юхста более-менее свободный эфир, я трио, иншаллах, духнеши, Хаташ Хердуца Якалец. Абдулхаким Маршвол, да, Абер Катил, Абеш Бобол Цигашт. Гуша хозиш ладош аш дотхо ак чо хаз мероприятие шерт яхам вая черкесский вая вежеридио царцане ишта ошахич цигай 106-й годовщин Горской республики Цигай от Голаман ошахета цигай ишта мероприятие хорошо цеха аля цаца вступительно, а вист халч, декадали суд я хахтаж за дердовой. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ديل مارشال خيل شميل وينسي تشوح ميل وجا ويتمدو شد ديل ريس خيل أش وجر حال قيقرنا دوش دلرنا دالت يحيى بيار كتيل وي مسار بيش بالبولخ دنيا ميلدو ديل قنيت نص ديل بوربانس بيعرش هنا خز قيمش دوش بقلا هو يوق يرغل قنسجت دشير دجنش بي دل سمق دال دون دق وخز قانش دوين دال دون إيش قدا علي لاشتو بيلشت إما بيركة تخز قيمش دون قيت يلق ويناهن ويقومن ويكفكازنا تيوه تخين شوح داق شو بوربانس تحولخ لات شمل ويست روخ جيم دوزي تستاق زاخل لق ليالق يرسي ماتا يا ذيك خردر يوصلت يا وين يعمل ديس خردوه ده خاطش ديش и главный да кто يرسي ماتا يا ذيك خردر دقدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Приветствую всех наших участников. В первую очередь благодарность организаторам эфира за возможность рассказать о прошедших событиях в Турции. Благодарность всем нашим слушателям. Благодарность нашему руководству и всем участникам и сторонникам чеченской государственности, правительства Ичкерии. По воле Всевышнего, как мы наблюдаем в последнее время, очень много положительных событий происходит в мире, связанных с нами, что дает нам по воле Всевышнего большую надежду. Одно из таких мероприятий, которые, как бы сказать, в истории Кавказа является очень важным и очень символичным, это провозглашение Горской Республики. Как мы знаем, 11 мая это является годовщиной провозглашения Горской Республики, и в этом году исполнилось 106 лет со дня провозглашения. По этому случаю местные кавказские общественные организации, черкесские общественные организации, они заранее на этот день планировали ряд мероприятий и, конечно же, пригласили нас, чтобы мы также сказали свое поздравительное слово от имени правительства Чеченской Республики Ичкерия. День у нас начался с посещения могилы второго президента Горской Республики Пшимахо Коце. Его могила находится здесь на кладбище в Стамбуле. Утром мы собрались там, сделали дуа, и каждый из участников, руководителей кавказской организации там выступил от имени своей организации, и в частности мы зачитали поздравительное обращение от имени Ахмеда Закаева, председателя правительства Чеченской Республики Ичкерия. После этого в течение всего дня проводилась очень важная, насыщенная конференция, организованная местной общественной организацией, называемой «Кавказ Вакфы». Конференция была на тему «Кавказцы в период Османской империи», и там вот затрагивались очень разные стороны кавказского вопроса и моменты, так сказать, трагических событий, это переселения, которые имели место, также и политическая сторона отношений между Османской империей и Кавказом, также и ситуация в мире. Была очень полезная конференция. На этой конференции принимали участие профессора со всей Турции,
честно сказать, я был очень-очень приятно удивлен, что с разных городов, оказывается, вот, в турецких университетах именно по направлению вот, Кавказа, то есть различных направлений, касающихся Кавказа, у них есть профессора, которые исследуют очень разные вопросы. Я думаю, что в будущем, по мере вот, становления, укрепления нашей системы, это будет очень важным и полезным источником информации для нас, для, так сказать, формирования и становления вот, истории нашей. Как мы знаем, вот, вопросы касательно нашей истории, это в большинстве своем очень такая темная тема из-за вот этих постоянных войн, что у нас не прекращаются, а имеющаяся достоверная более-менее информация, она как раз-таки хранится за рубежом. Ну, и в частности, одним из таких мест, как мы знаем, является Турция, так как на протяжении всей истории являлась нашим соседом. Мы приняли участие на этой вот конференции. До вечера находились на этой конференции. Там гости, как я сказал, были со всей Турции, профессора выступали. Ну и, соответственно, зал там был, конечно, заполнен. Диаспора, кавказская диаспора присутствовала. Далее, после этого у нас, как бы, так сказать, было продолжение празднеств, торжеств. Ресторан «Майкоп» здесь так называемый есть, владелец которого черкесы. Они в своем ресторане проводили мероприятия, посвященные как раз этой дате. И там также было зачитано и поздравительное обращение председателя правительства Чеченской Республики Ичкерия. Выступали также разные гости. В общем, проходил такой небольшой мини-концерт с участием черкесских народных певцов, ну, которые на разных языках, на разные мотивы, разные песни пели. Мероприятие прошло очень хорошо, очень весело, и сутью вот проведения именно в таком формате, вот, в частности, заключительного этапа, было то, что эта дата для кавказцев является праздной датой, и в этот день они официально, вот, черкесы, выступавшие об этом, заявили, что в этот год они приняли решение, что после этого каждый год это будет датой, которая будет праздноваться всем Кавказом. И на самом деле это очень кажется обоснованным, потому что, как они сами привели в примере, любые наши даты, которые мы сегодня вообще кавказцы отмечают, они в большинстве своем связаны с какими-то трагическими событиями, или это геноциды, или это войны, что у нас нету таких праздных, официальных праздных дат, связанных с историей нашего народа, и они обязательно должны быть необходимы. И вот в честь этого ими было организовано такое очень хорошее мероприятие. Везде мы там, конечно же, приняли участие с удовольствием. Честно, очень приятно было наблюдать такие обособленные кавказские мероприятия, где полностью чувствуется именно наш кавказский дух, чувствуется история, культура. И самое главное, чувствуется поддержка за спиной, потому что каждый, который туда приходит, он вот ощущает и осознает, что если говорить о будущем, вот именно люди, которые присутствуют на этих мероприятиях, только вот они и являются поддержкой и помощью друг другу вот, во всем этом пути, который нами ведется, хоть и очень тяжело, но ведется с лучшими надеждами по воле Всевышнего на будущее. Вот коротко, если сказать, Шамиль, в таком формате у нас прошел этот день. Абдар-Хаким, благодарю за вот это описание вступительное. В общем, Надь, мог бы ты просто перечислить организации, которые там приняли участие, которые организовали это мероприятие, и те, которые приняли участие. И примерно, вот по твоим оценкам, какую часть диаспоры кавказской, черкесской, других, сколько они представляют людей? Примерно. Шамиль, отвечая на этот вопрос, затрону немножко здесь и общее положение, потому что непосредственно связана тема с кавказскими организациями. Наша организация, общественная организация, которая у нас здесь есть, она тоже в последнее время активно принимает участие именно в деятельности общественных организаций. На сегодняшний день именно в Стамбуле находится порядка 30 организаций, общественных организаций,
именно кавказские организации, и все они в той или иной степени взаимодействуют. Название у них общем по своим как бы по направлениям деятельности, абхазские, карачаевские, черкесские, то есть по этим направлениям все у них организации. Организации очень плотно взаимодействуют, именно последние несколько лет у них взаимодействие очень укрепляется. И вот как раз такие поводы, как общие какие-то даты кавказские, да, они являются показателем этого взаимодействия, потому что все заранее организовывают, заранее зовут, будь то гостей, или же оповещают диаспору, и все в таком очень организованном, дружном формате принимают участие в тех или иных мероприятиях. И дальше, как это видно, здесь идет вот именно взаимодействие вот этих организаций по нарастающей, и вселяет очень, так сказать, хорошие надежды на дальнейшее развитие общественных движений, общественной организации во всей Турции. Значит, как я понимаю, значительная часть наших братьев, черкесов, кавказцев в Турции, они считают вот Горскую республику, руководителей этой Горской республики своим как бы историческим достоянием и чем-то, ну, как минимум, похвальным. И они отмечают этот день, и они считают, что это является как бы основой для восстановления нашей государственности разных народов Северного Кавказа. Как бы просто есть некоторые критики, есть некоторые вопросы к нам, когда вот мы начали этот проект, когда мы начали говорить о Горской республике, о конфедерации народов Северного Кавказа. Многие начали нас критиковать, что, мол, мы ни у кого не спросили, и как будто вот мы, чисто вот правительство Чеченской республики Ичкерия, мы просто взяли и как бы навязываем этот проект, можно сказать, или эту идею, или вообще эту основу всем другим. Но фактически ситуация в том-то и дело, что наоборот, мы посмотрели на разные организации, которые представляют нашу диаспору разных народов Северного Кавказа, в частности, черкесскую. И мы видим, что среди них именно вот это событие, объявление независимости, провозглашение независимости Горской республики, оно именно имеет вес, и они его отмечают. И поэтому, основываясь на этом, мы продолжили, потому что это единственный, если так объективно посмотреть, это также единственный момент в истории, который мы можем презентировать как вот объединение или конфедерация, консолидация разных народов Северного Кавказа на основе государственности. Вот ты, когда вот был на этих мероприятиях, когда ты говорил вот с этими потомками тогдашних мухаджиров, муджахидов, вот когда они говорят об этой Горской республике, когда они говорят о конфедерации народов Северного Кавказа, когда они говорят вот о таких вот представителях этой Горской республики, как Пшимаха Котце, как Джабагиев и Сангири, как Чермоев Тапа, вот о них, что они рассказывают, как они это воспринимают, вот в общем, они считают их как нашей независимой элитой или мнения разные. Вот насчет этого, как бы ты сказал? Шамиль, касательно, опять же, этой темы, так как у нас здесь основная деятельность – это представительство Чеченской республики Ичкерия, соответственно, все, что касается и нашей государственности, и все, что касается вопросов государственности Кавказа, мы же, конечно, давно с этим работаем и все это наблюдаем. Вот этот вопрос, знаете, на самом деле, как мы знаем, у нас общий такой недостаток, отсутствие или слабой, недостаточной работы из-за объективных причин в медиа. Но вот если у нас есть возможность как бы более активно вот эти вопросы обговаривать, эти вопросы, раскрывать, делать именно информационные материалы, вот именно касательно этой темы, этого вопроса, Шамиль, что ты задаешь,
вы просто не можете представить, насколько это богатая и насыщенная тема. То есть насколько здесь много этих и черкесских организаций, и самих черкесов, которые достигли очень больших результатов в разных направлениях: образование, медицина, спорт. И все эти люди, когда с ними разговариваешь, во-первых, начинается с того, что они высказывают самое большое уважение, очень глубокое уважение вообще к нашей деятельности, к нашему руководству. И вот поэтому уже становится понятно, соответственно, что эти люди знают и нашу общую историю, скажем, кавказскую, и как и насколько они это все ценят и относятся к этому. Таким дополнительным стимулом, можно сказать, вот к тому, что кавказцы, и в частности черкесы, они все это очень хорошо помнят, является, и вообще, как в прошлом эфире я упоминал, это государственный менталитет самого турецкого народа. То есть, находясь в Турции и не иметь свое государство, поверьте мне, это очень стыдит человека, потому что, видя, что люди и мусульмане, видя, что люди очень успешны во всех направлениях, притом у них свое государство, и которые дают самую высшую цену вообще вопросу государственности, я говорю про турецкий народ. И в разговоре с ними, вот, если у человека нет чего-то своего, о чем можно рассказать, вот именно по этому вопросу, это такой, мягко сказать, дискомфорт создает. Но и находясь здесь, поэтому они очень этот вопрос берегли по этим разным причинам. И сказать, к слову, до 1950-х годов в Турции была однопартийная система. Именно только после 50-х годов, там, после окончания Второй мировой войны и всех этих событий, здесь были разрешены партии и также были разрешены общественные организации. То есть до этого был полный запрет. И, если не ошибаюсь, в 1954 году первая кавказская общественная организация как раз-таки и была основана в Пшемаха-Коцце. Объединенная черкесская организация, если не ошибаюсь, на русском так звучит. И вот сегодня именно эту деятельность как бы организация продолжает, чтя вот эти именно исторические даты, исторические события. И то, что касательно любых вопросов, происходящего на Кавказе, они всегда пытаются принимать очень активное участие. Ну, как и, Шамиль, вы сами убедились непосредственно с вами на собраниях в Европе, в Америке, когда черкесская диаспора и представители с Турции присутствовали. Они, в общем, являются, можно сказать, вот основными представителями этих движений. А вот здесь на месте, как касательно уже конкретно твоего вопроса, все люди только с лучшей положительной стороны реагируют вот на нашу деятельность. И более того, в будущем они очень надеются, что вот этот проект, который совместно, как мы все прекрасно знаем, именно совместно нашим руководством с другими кавказскими диаспорами, то, что наше руководство, этот проект конфедерации, комитеты были созданы, и вот эта деятельность началась, у них очень большие надежды именно вот на эту деятельность. И как раз-таки Горская республика, вот как не один раз они повторяли вот 11 мая и на кладбище, и на конференции, и потом и на празднованиях, это является, так сказать, прецедентом, это является основой, как мы знаем, там более десятка стран и тогда признали эту Горскую республику, это является основой построения любых отношений между кавказскими народами, то есть построения государства, и при том, самое главное не между нами, а именно налаживание этих отношений со всем миром. То есть это пример, когда весь мир нам оказал поддержку и признал, и, соответственно, это является показателем. У нас есть достойная история, с которой мы сегодня можем говорить и про наше прошлое, и по воле Всевышнего мы можем говорить и про наше будущее. Благодарю, Абдельхаким, Баракаллах. Я тогда, как я и анонсировал, зачитаю обращение премьер-министра Ахмеда Закаева, которое, значит, было зачитано нашим представителем Ичкерии в Турции Абдельхакимом. Значит, обращение гласит: «Ассаламу алейкум, дорогие друзья, уважаемые участники и гости сегодняшнего торжественного собрания. Сердечно поздравляю вас с знаменательным днем в истории наших народов, Днем независимости Горской Республики. Этот день является символом неукротимой воли и стремления наших предков к свободе,
мирной жизни и независимости. Веками наши народы боролись за право жить на своей земле по своим законам и традициям. Горская республика, провозглашенная 11 мая 1918 года, стала первым официально признанным выражением этой неустанной борьбы. Сегодня мы чтим память тех, кто отдал свои жизни в борьбе за нашу свободу и независимость, и кто своим примером показал, что любовь к родине, вера в справедливость и братство способны преодолеть любые испытания. В этот торжественный день мы должны вспомнить о том, что единство и солидарность Северного Кавказа – это основа нашего общего будущего. Мы продолжаем стремиться к миру, процветанию и уважению во всем мире, укрепляя связи между народами и странами. Позвольте мне выразить благодарность каждому из вас за ваш вклад в укрепление дружбы между нашими народами. Ваша преданность идеалам свободы и справедливости является вдохновением для нас всех. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, а нашим народам благополучия и скорейшего возвращения на свою родину. С уважением, Ахмед Закаев, премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия. Вот это обращение Абдулхаким зачитал в переводе на турецкий язык на этом мероприятии. Также это обращение есть и в переводе на английский язык. И Абдулхаким выразил очень внятно и ясно то определение, которое нам необходимо извлечь из вот этих событий провозглашения Горской Республики. А это, во-первых, государственность, объединение. Это государственность, объединение. Это значит также признание многих государств того времени, нашей государственности. И самое главное, это узнаваемость и известность. Потому что именно в истории, вот как Абдулхаким уточнил, в разных исторических архивах, документах, вот этот период, вот это событие, оно очень сильно зафиксировано. Представьте, если османский халифат на тот момент принимал делегации Горской Республики и признавал, значит, это государство и оказывал ему всевозможное содействие, значит, даже направляя войска. Часть войск была направлена на защиту Горской Республики. Поэтому, как говорит Абдулхаким, в Турции, где очень важно, значит, иметь свою государственность, вот понятие государственности, оно очень развито. Сегодня говорить о таком прецеденте нашей истории является весьма важным. И я хотел бы уточнить, чтобы все наши братья, разные народы Кавказа, чтобы они понимали, когда мы говорим об этой Горской Республике, мы ни в коем случае не говорим, что ее надо воссоздать именно так, как она была там в тех же границах там, или это. Это основа. Это основа. Мы понимаем, что, например, Черкесия – это территория, которая исторически весьма большая территория. Она охватывает те земли, которые не были под юрисдикцией той же Горской Республики, потому что на тот момент у наших предшественников не было возможности взять и все эти территории просто отвоевать у казаков или у Российской империи. Поэтому они объявили независимость так, как могли на тех территориях, которые они могли отвоевать и освободить. Это не значит, что мы отказываемся от этих исторических территорий. Наоборот, мы только за то, чтобы и Черкесия в своих исторических границах была восстановлена, и чтобы черкесский геноцид был признан, и чтобы черкесы имели право на репатриацию на тех условиях, на которых они имеют право на эту репатриацию, имея, значит, свое государство, свою государственность. Я немного вот эти дополнения делаю, потому что вот разные замечания, критика, комментарии от разных представителей, от разных активистов поступает, и я стараюсь ответить им, чтобы они поняли нашу позицию. И я также их призываю всегда к диалогу. Вот давайте соберемся, вот такой же эфир проведем, обсудим, вы скажете наши, может быть, наши какие-то высказывания надо корректировать, может, у нас какие-то моменты, которые мы не понимаем. И вот друг друга только так мы сможем друг другу объяснить наши разные позиции. Поэтому я всегда призываю к диалогу, но только с теми, чья позиция ясна,
значит, только с теми, кто стоит на позициях независимости, с теми, кто стоит на позициях пророссийского государства, пропаганды, с ними у нас разговор просто невозможен. Второй вопрос, наблюдается ли положительная динамика во взаимоотношениях с официальными лицами турецкого государства и общественными организациями, ну и духовенства также. Вот есть ли там развитие вот в этом направлении? Шамиль, имеется в виду взаимодействие турецкого правительства или официальных лиц с местными кавказскими организациями, правильно я понял? Да, правильно ты отметил, да, именно с нашими организациями кавказскими. Да, я вот частично затронул этот вопрос касательно общественной организации. На сегодняшний день ситуация здесь такая, что вот несколько месяцев назад впервые вообще в истории Турции с поддержки, с разрешения, именно с организацией, как бы идея именно была подана мэрией Стамбула, здесь были проведены Дни кавказской культуры. Для этого была выделена городская площадь, где всегда проводятся различные именно городского формата ярмарки. И вот на этом мероприятии, вот как раз таки это была одной из причин, вследствие чего вот местные организации начали более собираться и организовываться между собой. Там принимали участие, опять же, вот эти все, по-моему, около 30 кавказских организаций. Площадь была там разбита на 3 части. В одной части у них как бы были культурные представительства, в другой части был такой ярмарочный вариант, и в третьей части этой площади была уже национальная кухня. Все именно вот эти организации, вот с кем мы общались, мы тоже там участвовали, они подчеркивали, что это является очень положительным сдвигом, потому что действительно впервые в истории вообще в Турции было проведено такое мероприятие. И вот буквально месяц назад эти представители общественных организаций, которые там участвовали, они сделали запрос на официальную встречу с мэрией, как раз-таки навести визит, выразить благодарность в честь этого. Встреча была назначена, туда пошли представители, руководители вот этих общественных организаций, выразили благодарность, дали подарок, принимал их заместитель мэра, именно руководитель отдела, отвечающего за общественные организации. Как мы узнали, оказывается, в Стамбуле более 30 тысяч общественных организаций. И я это говорю к тому, что вот на фоне 30 тысяч общественных организаций, если для 30 кавказских организаций город дает именно вот эту большую городскую площадку 4 дня, и при этом делает всевозможную поддержку, думаю, все мы прекрасно понимаем, что это является очень-очень хорошим показателем. Мы, в свою очередь, как бы, то есть руководители наши выразили благодарность, в свою очередь заместитель мэра, они тоже сказали, что были очень довольны и очень приятно удивлены именно и организованностью, несмотря на то, что в первый раз такое мероприятие проводилось, у них постоянно там, чтобы мы понимали, проводятся ярмарки, подобные мероприятия с другими организациями, но вот говорят всегда без каких-либо инцидентов, у них там не получается, но вот в нашем случае, хоть и впервые проводилось это мероприятие, все было очень на высшем уровне, конечно же, без каких-то мелочных проблем там организационных, именно бытовых, так скажем, не бывает, но в общем они подчеркнули организованность именно кавказской диаспоры. Там на закрытие как раз этих мероприятий и приезжал мэр Стамбула имам Олу, он тоже там немножко заставили его танцевать лезгинку, тоже был очень приятно, в общем, удивлен, подарили ему подарки. Как бы один из показателей. И вот после этого, что дальше здесь организации продолжают работать, проводят мероприятия. Вот сказать к слову, на 21 мая, это день геноцида черкесов, также запланированы у них большие мероприятия, одно из которых главных, оно пройдет на центральной площади в Стамбуле, куда также мы приглашены. И вот дальше уже взаимодействие организаций, чтобы понимать, чтобы наши зрители более понимали ситуацию с общественными организациями. Здесь вот организации, они объединяются уже в федерацию. В федерацию объединяются организации по определенным целям, по направленностям. И сегодня вот в Турции существует около 5 различных кавказских организаций. И
абхазских народов, и черкесов, и вот общей объединенной кавказской организации. То есть подобных 5 федераций существует. То есть и сам момент организованности и организации кавказских этих организаций, несмотря на то, что здесь, условно сказать, находится недолгое время, в общем, кавказские мухаджиры, здесь и вообще организация, и, соответственно, вот на этом уровне все идет очень хорошо. А далее уже, так как федерация является не общим объединением, они уже дальше проводят встречи и с депутатами парламента, и с возможными представителями власти, с которыми они могут установить контакт. То есть именно федерация дает такое основание, чтобы напрямую взаимодействовать с государством. И вот именно исходя из этих позиций, организованность здесь кавказских организаций, вообще сама организация, будь то в плане проведения мероприятий или в плане проведения вот таких контактов на уровне высшей власти, они очень идут по нарастающим. Еще одним примером важности, можно сказать, значительности, да, деятельности кавказских организаций. В прошлый раз мы тоже делали публикации на своих каналах. В мае, если не ошибаюсь, как раз-таки вот с 8-9 числа начиная и по 20 числа по всей Турции, оказывается, были запланированы концерты, именно серия концертов Красного оркестра. Оркестр вот этого Кремля, официальный у них этот военный оркестр. На турецком так и называется, Красный оркестр. Узнав об этом буквально вот в прошлом месяце, кавказские диаспоры, как только они получили эту новость, у них сразу были проведены полные собрания вот именно по этому вопросу. Было принято решение о полном выражении протестов на всех возможных уровнях. Протесты они провели очень активно и в медиа, и здесь, и в Стамбуле, и в других городах собирались, и у вот этих организаций, федераций, у каждого, какие контакты бы не были бы, они сделали общую публикацию, и по всем каналам довели это до общественности. И в итоге эти концерты, в любом случае, основная их часть была отменена. А май месяц, как мы знаем, именно в истории вот общем для Кавказа, много трагичных дат, и 18 мая в частности, это геноцид, депортация крымских татар, как мы знаем. На этот день, к слову, также у них планируется большой митинг в городе Эскишехир. Шамиль, кажется, немножко затянулся я с ответом, но касательно вопросов взаимодействия кавказских организаций и местной власти, вот на этих примерах, я думаю, достаточно можно понять, вот, в какой стороне идет развитие этих отношений. И опять же, конечно же, выражаем надежду, что в дальнейшем эти отношения будут укрепляться и приносить больше блага всем кавказцам и в Турции, и во всем мире. Очень хорошее разъяснение. Я резюмирую. Значит, мы видим, что сегодня в Турции разные организации объединяются, формируют федерации со стороны местного управления, будь это в Стамбуле или в других местах. Для них организовываются площадки, где они могут собраться, показать свою культуру, поговорить о своей истории. В день, значит, годовщины Горской республики собирается, значит, община, кавказская община, и проводит конференции об истории, о государственности, о традициях, культуре кавказских народов. Это все показывает то, что сегодня на общественном уровне в Турции есть возможности. И их надо развивать, за них надо цепляться. И дальше, конечно же, пока на общественном уровне, но дальше это может перерасти в политический уровень. Но надо этим пользоваться, надо это использовать. Я уверен, что на этих мероприятиях и пресса бывает, и простые, значит, жители Турции, местные жители, можно сказать, они все местные, я имею в виду именно не кавказцы. И так мы знакомим общественность с нашей трагедией, с нашей историей, с нашей борьбой. Это уже огромный вклад в нашу борьбу, в построение нашей государственности. И вот то, что ты сказал касательно концертов, вот когда мы были в Нью-Йорке, диаспора крымских татар, они нас пригласили на встречу, и там как раз был руководитель их маджлиса,
Рифат Чубаров, который приехал на конференцию в ООН. И он, вот, когда мы с ним сидели, он попросил нас посодействовать, чтобы мы с нашей стороны тоже сделали все, чтобы эти концерты были отменены, так как они, значит, совпадают, вот числа их вот этих концертов совпадали с депортацией крымских татар и с геноцидом черкесского народа, значит, 18 мая и 21 мая. И мы, конечно же, обратились к Абдальхакиму, обратились к нашим братьям-черкесам в Турции, и они все вместе с другими организациями вот добились этого результата, что отменили вот эти концерты. Это значит, что есть возможность работать и развивать эту тему. Поэтому те кавказцы, которые сегодня проживают в Турции, должны также поддерживать это и ценить эту возможность. За нее надо хвататься, ее надо использовать. Вот насчет третьего вопроса, который у нас был, это уже касается темы войны в Украине. Вот как мы об этом говорили на прошлых эфирах с тобой. Сегодня, вот после нескольких недель или даже месяцев, как бы ты оценил отношение турецкого народа вот к войне в Украине, к агрессии Российской Федерации против Украины и отношение, ситуация, которая сегодня складывается в Турции из-за этой войны, экономические, может быть, политические какие-нибудь изменения или трудности создаются из-за этого. Вот насчет этого, как бы ты высказался? Шамиль, касательно отношения к Украине, можно, наверное, в общем этот вопрос, точнее, войны в Украине, разделить как бы на две части. Одна часть – это вообще отношение к российским воинам и к России. И второй вопрос – это именно касательно вот происходящих событий в Украине. Касательно, если говорить отношений к России, если мы говорим про народ, насчет, если государства, мы говорим, там политика, она официальная, мы все это прекрасно видим, наблюдаем. Если говорить про народ, мы все как знаем историю Турции, историю Османской империи, у них, конечно же, соответствующие отношения вообще всему, что связано с Россией, и многочисленные войны, и именно ослабление Османской империи. То есть в этом плане память у турков, она, конечно же, на своем месте, и отношение всегда однозначное. Касательно того, что политика, если говорить, политика, она есть политика, в этом плане, как и во всем мире, Турция, она заинтересована в развитии своей страны, в сохранении мира и благополучия своего народа. И вопрос национальной безопасности у них именно с времен, с периода создания, провозглашения Турецкой Республики, он у них в национальной доктрине является на первом месте. Соответственно, вот, исходя из национальных интересов и именно национальной безопасности, у них вся политика и выстраивается. Если немножко даже посмотреть историю, даже новейшую историю Турции, то вот с момента как провозглашения Турецкой Республики и по сегодняшний день особо ничего не изменилось. Это постоянная политика пытаться удержать как бы мир и как бы выстроить равновесие с Востоком и Западом. И вот основные, конечно же, там участники это вот всегда Россия и Европа. Поэтому этот опыт, я думаю, он очень полезный опыт, если мы его будем пристально изучать. Я думаю, именно и наш народ, и кавказцы, в этом есть очень много уроков, которые мы можем извлечь для себя, потому что мы, скорее всего, находимся в еще более тяжелом положении по сравнению с Турцией. И вот этот очень богатый опыт выстраивания отношений, сдержек и противовесов с такими большими и мощными соседями является очень ценным, и он нам очень пригодится. В этом плане, со своей стороны, мы же, конечно, пытаемся со всех сторон изучать эти вопросы и уделять им пристальное внимание. В общем, и, соответственно, вот отношения народа и Турции самой, если говорить про Украину, это в первую очередь Крым, крымские татары, которые являются, в общем, для турков родными братьями. И, соответственно, все, что касается
Крыма, через нее и Украину, является очень болезненным для Турции. Как мы помним, после оккупации Крыма одними из первых, которые заявили протест и заявили непризнание всего там происходящего, являлась Турция. В Турции очень сильная и мощная диаспора именно крымских татар. Также напомню, что после депортации нашему народу посчастливилось вернуться на родную землю. А вот с крымскими татарами даже сегодня, когда с ними часто мы очень хорошо, плотно взаимодействуем, когда обсуждаем эти моменты, знаете, когда мы думаем о своем горе, конечно же, оно всегда видится больше всей этой вселенной, но когда для сравнения ты видишь своих братьев, крымских татар, которые не имели такой возможности, такого счастья вернуться на родную землю лишь после распада СССР, мы понимаем, что в этом мире, именно на Кавказе, мы не то что не исключение, а есть еще и народы, которые все еще, к сожалению, продолжают испытывать именно последствия вот этих страшных событий своей истории. Поэтому, вот, исходя из этого, мы должны прекрасно все это понимать и осознавать, что будущее у нас возможно только вместе. И именно в данном случае, говоря про Украину, которая, как наше руководство с первых дней заявило, что мы до победного конца будем с ними вместе, и суть-то этого как раз является наше сознание, что наше руководство очень прекрасно и четко осознает, откуда мы идем и куда мы идем, что у нас абсолютно нету другого пути не касательно вопросов, находящихся между нами, между кавказцами, будь то, или еще в частности сказать, между чеченцами. И нет у нас абсолютно другого пути и касательно окружающей нас обстановки, это и мировой политики, и мирового устройства. Поэтому вот то, что мы находимся на этом пути, и наша поддержка, и осознание вот этих всех вопросов, конечно же, так как эта часть когда-то являлась территорией Османской империи, оно, вот сам этот вопрос, именно вопрос крымских татар, через который и фокусируется и вся Украина, этот вопрос является очень важным для нашего взаимодействия. Вот отношение, в общем, такое через Крым ко всей Украине, конечно же, это в первую очередь сочувствие всему народу. Говорить, если о поддержке, как мы знаем, активная поддержка здесь, как с первых дней войны, в общем, народ именно турецкий оказывал очень большую поддержку, когда несколько месяцев назад я встречался с генеральным консулом Украины в Турции, с Василием Бондарем, очень уважаемый нами, дорогой нам человек. Он рассказывал именно про эти первые моменты, когда здесь в Украине началась война, и как вот народ, просто вот старики, женщины, кто бы ни был, они буквально шли и отдавали все, что у них есть, вот материальное, ценное, да, то есть оказывалась всевозможная поддержка. Если говорить опять же про государство, но политика здесь открытая, возможная официальная поддержка, конечно же, государством осуществляется, и это именно в первую очередь на весь мир известные байрактары, и именно другая военная промышленность. То есть на всех уровнях, опять же, это взаимодействие и поддержка, здесь она наблюдается очень четко и ясно именно и украинского народа, и взаимоотношения на государственном уровне. Насчет депортации, этот момент очень сильно, вот, я хотел бы его как сказать, сконцентрировать на нем наше внимание. Вот ты упомянул депортацию крымских татар, ты упомянул депортацию чеченцев, ингушей, карачаевцы, балкарцы также были депортированы, как и мы. Но мы смогли вернуться в 1957 году, а крымские татары, они, как ты уточнил, до развала Советского Союза не могли возвращаться. Они так и были в депортации, вот в ссылке в Сибири, в Казахстане и так далее. И сегодня один брат черкес, с которым я говорил, он мне одно замечание такое, он мне такую идею озвучил, и она меня прям тронула. Он говорит, вот представьте, говорит, вот если когда вас депортировали в 1944 году, чеченцев, ингушей, вот вас депортировали, и больше вы не вернулись с тех пор. И на ваших землях живут армяне, русские и все другие.
А вы в ссылке, вы продолжаете быть в ссылке, ваши потомки продолжают быть в ссылке. Вы не можете. Вот это говорит ситуация черкесов. Вот сегодня большинство черкесов живет на чужбине. И их потомки, потомки их потомков, вот они живут, и они знают, вот, что у них там родина, что их оттуда выгнали, выслали, прогнали, кого убили, кого знали. Но они не могут туда вернуться. Даже вот по той же системе репатриации, которую Российская Федерация в рамках своего правового поля там предлагала, даже в этом формате им нету варианта возвращаться на свою родину. Их очень труд сильно там, вот, ну, вот, селекцию, там, про условия сильные, и этим их даже шантажировали. Некоторые организации вот здесь за рубежом, им шантаж со стороны российских посольств делали, типа, вот если вы это будете говорить, или вот это будете озвучивать, там, независимость, там, Черкесия, геноцид, там, признать, если эти требования вы будете озвучивать, то мы ограничим репатриацию, мы вообще не будем никого запускать обратно на родину. Вот такая вот ситуация, и мы должны это все понимать, если мы сегодня не откроем свои глаза, если мы сегодня не откроем не начнем разумно, логично мыслить, то мы не сможем никаких шагов вперед сделать. Мы должны понимать, что народы Северного Кавказа, каждый из них пострадал от этой империи, каждый из них прошел через геноциды, через мучения, через преследования. Кто раньше, кто позже, кто больше, кто меньше. И сегодня спасение от этого монстра, оно заключается только в одном. Это в объединении борьбы всех наших народов вместе. Поэтому вот Абдуль-Хаким сегодня в этом эфире нам очередной раз озвучил вот эту мысль главную, и что эта работа ведется, и что эту работу надо развивать и продолжать. На этом вот основная часть нашего эфира закончилась. У меня еще один вопрос, который мы обсудим на русском. Последний вопрос касается последнего заявления, обращения, которое сделал наш брат Ахмад Ахмедов. Он также состоит в нашем комитете народов Северного Кавказа от Дагестана. Он обратился к президенту Турции, открытое обращение, опубликовал, есть в переводе официально, в котором он попросил, чтобы всех наших кавказских братьев, мухаджиров, иммигрантов, которые, значит, живут в Турции, чтобы им не усложняли, значит, административное их положение, и чтобы им облегчили, потому что многие под угрозой депортации, многим не дают бумаги, у многих очень серьезные, даже вот известные наши деятели, которые там живут, у них очень серьезные проблемы до сих пор с этим административным, значит, вопросом. Вот насчет этого обращения, вот как ты думаешь, это обращение дойдет до президента, и что мы можем сделать, чтобы повлиять на эту ситуацию, и чтобы вот ситуация таких вот людей, она изменилась? Шамиль, ответ на этот вопрос как бы банальный и просто он не звучал. Это все в том же, о чем мы говорим и на протяжении этого эфира, и о чем наше руководство уже больше десятка лет говорит, это объединение. Только вот объединение, оно заставит слышать нас весь мир, будь то Турция, будь то Европа, будь то та же Россия. Любые другие форматы, они, если мы говорим о взаимодействии с государством, любые другие форматы, для них просто нету путей дойти до, как бы, информация, конечно же, мы понимаем, о чем говорим, информация, она в любом случае до государства доходит, мы говорим именно о какой-то положительной хотя бы реакции, выполнении вот наших просьб, да, если говорить в этом формате. Это является лишь единственный путь для этого, это является объединение на общих основах, объединение на общих целях. Если сказать уже конкретно,
Также для наших слушателей, думаю, все как-то касаются или взаимодействуют с Турцией. Вот эти вопросы, они именно последний год, 2 года, вот, можно сказать, вот с усилением событий в Украине и после этого начала событий именно вот в Палестине, Израиле, эти вопросы, они также начали еще более усугубляться, потому что, как я вот недавно упомянул, вопрос у Турции, все, что оценивается внешней политики и иностранцев, это является на первом месте вопрос национальной безопасности. И любые действия, любые лица, любые организации, все, что каким-либо образом может пошатнуть вот на сегодняшний день очень-очень такой шаткий, хрупкий мир, оно вот именно даже по причине этого подозрения, по причине возможности даже этого подозрения, оно автоматически системой выводится как бы за грани какой бы национальности, вероисповедания бы это лицо или эта организация, в общем, не было. Вот мы должны это понимать. А единственным гарантом, вот в свою очередь, единственным гарантом противодействия, или точнее сказать, заявить о себе, это является, если сказать простым языком, это наша узнаваемость. То есть Турция и весь мир, они должны четко понимать, кто мы, кого мы из себя представляем, откуда мы идем и куда мы идем, чего мы хотим в этом мире. Это очень такие, может быть, простые вопросы, но когда весь мир об этом не знает, мы же сейчас видим, какую работу непосредственно вы, Шамиль, проводите по всему миру. Цель этой работы, она же в этом и заключается, чтобы весь мир о нас узнал. Именно узнал в том смысле, что мы адекватные, полноценные люди, народ, который хочет, и народы, которые хотят, данные и гарантированные и нашим Творцом, и всеми мировыми организациями, это элементарные права народа на самоопределение. И вот поэтому ответ, опять же, возвращаясь к началу, ответом на этот вопрос, в общем, является именно вот объединение нас вот в этих известных в мире форматах, будь то проекты конфедерации или будь то именно независимости самих этих регионов, которые в истории у них имели. И только через это мы видим полноценное решение этого вопроса. В частности, конечно же, некоторые по своим знакомым как-то через адвокатов пытаются что-то делать. Но это, поверьте, капля в море вот тех событий, что происходит, если говорить про Турцию. Здесь очень сложная обстановка. Опять же, никоим образом она не связана с принадлежностью кого-то, какой-либо религии или к национальности абсолютно. Находясь здесь, мы это все видим на своих глазах. Решение этого является вот только вот в объединении и в взаимодействии и развитии именно вот наших и внутренних отношений и выстраивании взаимоотношений именно с Турцией, в частности, если говорить, и со всем миром через вот эти наши внутренние объединения. Баркал. Ну, мы основную часть нашего эфира мы закончили. Я хотел бы резюмировать, ну, что в конце сказать, что вот уже 2 года, больше 2 лет уже идет война в Украине. Россия совершила агрессию, нарушив все возможные принципы международного права, полностью себя дискредитировала. Все мировое сообщество, основная часть мирового сообщества осуждает Россию. Некоторые страны объявили ее вообще спонсором террориста. И на этом фоне в самой этой Украине, в медиапространстве Украины, в Европе, в США и, как мы видим, уже и в Турции в открытую говорится о нашей трагедии, о том, как Россия, значит, совершала преступления против нас, о нашей государственности. И правительство Чеченской Республики Ичкерия с первого дня этой агрессии активно принимает участие в поддержке Украины военным путем, в медиа, политическим. И на этом фоне мы призываем и другие, значит, народы Северного Кавказа, активистов других народов Северного Кавказа, все здравые силы не упускать этот момент, становиться в ряд вот этой борьбы
стремиться к тому, чтобы мы могли озвучить в медийном плане, в политическом плане, в военном плане, чтобы у нас были заготовки. Сегодня мы не знаем, как ситуация изменится. И мы не можем просто сидеть и упускать этот момент. И поэтому мы стараемся вот создать эти площадки, участвуем во всех возможных конференциях, на всех возможных площадках, чтобы вот эту тему развивать. Потому что мы осознаем, правительство Чеченской Республики Ичкерия, представители чеченского народа, они познали эту истину через трагический опыт. Когда Чеченская Республика Ичкерия отделилась, вокруг, имея, значит, вот всех, вокруг вся территория, будучи под контролем России, это создало очень много трудностей для того, чтобы государство развивалось. Россия просто закрыла в кольцо это государство и не давала ему никаких шансов. И поэтому в наших интересах и в интересах других народов Кавказа, чтобы мы вот ввели эту борьбу вместе. Мы не знаем, чего мы добьемся, мы не знаем, до какой цели мы добьемся. Иншаллах, мы добьемся до финальной цели. Но в этой борьбе, в этой работе мы создаем новые силы, мы получаем новые силы. Движение вот в таком направлении, на фоне вот таких событий геополитических, все наши действия, вся наша активность, она создает новую энергию, новые возможности, новые контакты, новые связи. Мы познаем друг друга, мы знаем, к кому мы можем обратиться, кто может нам помочь. Только этот путь сегодня для нас открыт. И поэтому нам надо действительно мобилизоваться и скоординировать наши действия, вести борьбу вместе, легальными путями. Мы ни в коем случае не приемлем никаких нелегальных методов борьбы. Только то, что легально, легитимно и в соответствии с международным правом. И мы имеем на это полное право, и мы должны к этому стремиться. На этом я завершу основную часть. Теперь Вайнси будем предоставлять слово тем нашим участникам, которые хотят задать вопрос. И еще раз я повторяю, вопрос можно задать и на русском, и на нашем языке. Абдрахаким, хочу на микрофон, а я пока летюсь. Вежели дис холшу нагасан хаттар умдала амелди. Окой таван дис чуалят сдак хаттар дала хаттар мегадо قطع دلها أقوي عبد الحكيم الدخاتر شو دلا ديست هم نقدر شو تاع لوم وح كجدي я включаю лом. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Сери Голчин Бахвачара. Ва алейкум салам ва рахматуллах. Машва. Машва. Сами кяля вой. Логой мехкруса. Меди пространстве Богби мдиши чо. Истхала нага ала еще юж. Бахвачара ламудуфи. Замачара ламудуфи Бахвачара. Аздуч что камел кетно кетчо кетит, что цекети новчим это адуци ищес. Киет зора война мато камел дия киет. Вот замаю поколение, на чё объяснить дезва, что новчи галгай я никогда в жизни цансагу қастабы баты, я қастабы баты, вежери бы барты болуч хабуаш. Замачак объяснить дезва, стана любой моти чуял что Инстаграм чуул я ничего мягкого чуул и шейли дона пейнбулс камёш тут мегардат иш худица шейли худица чи да херишум ождени так хака галгайштон овшан омадени первый тахватник томадаин
из модей, вож модей, вот. Из мой вопрос сам. Мелчу ем по факту, но и острый вопрос Сократа, что. Потому что цитовал Дания, бахт бух, ой, чорбож, бахт би, бухом бацерсаныз, мы дагер бух би хажиче, ну, замах барыш. Агрессивно хулуш, шейли. Агрессивно хулуш, потому что замик буч хана цан кертыч аштеларди, ждаху дамел бух кертычку доцанс. Значит, замах барыш би именно замахчан. Объяснить да, что никогда в жизни я войли, лота дуацерги, войли, лати еще ацерги, войли, борт был би еще ацерги. Да, борт бизнес был би, мы с ней соух первый раз хочу анусу, что году хуйваж хосхетсу. Аллаху дякл дулче, дорогие, Аллаху борт бизнес был би. ده سيد قلت خاص قمع ده الحمد لله الله راس خلون عبد الحاكم دوش دلع شدوش درس أهلشون على هزدوق خيوش قمع خلص أبرشيني ستي يوتيوب إيش قناة يقصد از ألر إز ألر قاز برمنا وين فنع موتي فنع عنو دوتي تغنى دقوب غلغاي دقوب نخشي وين أغا نخشي غلغاي يقيديهم برت خليت لوش با تغن حا تصوغش تصغر بوناغ تصعصوازي والش وقارينس برستوي ناغا يقيديهم حا قميل دي وغلش والله بالله دقوب برش إزدشون برت بشون ناغا ديزرگا دا المغلع تتقوش الدوي ديهم إز بيتنا دا المغلع شق دات الحمد لله حسن قميل ديش أحسن ديش قميل ناغ مصنع دادوينا بأحسن قطر ديهم إز بيتن دعوة قد ديهم إز بيتن شق دولي تردات إز دوتنا عبد الحاكم حويش تقولي تنا لأسف ها شامل يعنس جو بركل لار ويستو شوشان تو دويتسا إز دق دويز دام وأخير دق دويز وستيحا وترانسحني شيكويات أق تصحق أحا شيهم بالقلدلور درسون ساعة أنت تركوا مخكر حلاتش خزحا معمع نحا إشتا نخشي غلغة بوش بخزا أما تسعنا دغنش مهتيت سير إنت يغدنيا نشوح سوى مواستق شليلا شتول يبيتنش شي نخوش دول ديل دويخة سيدلح وين شي هم تسعهمنش دق داخل يبيلغل داخل لونس لأمتاني دويخة أما دقيقش مهتيت توقزح تاع دوشون توقزح تاع خيل دوشون هت قداي حبه كانش دوين دا قدعت خد تاع خير دوشون اولي تاع اشتويك دوي تاع شي فيجرال ثاني يقمتغنا قميل ديش شاش غوش خزع بخلع بول نوخشي غلغا بيوچنس صارت عني ور يقع شين قاست مش بيش بات يدا مقلع بير بات شاش حبويش تو ثاني دا اوتسونغا ويغا از بوخ صارنس دا كان دو تاع اشتمنا غاسنا حق ديش دلها ويتساعدوشون أورينس حاستغا وساعت جرجر لونشتايش أغدي أشياء دي سيا غير نشكلان ليلش نح جينا أتصمن تيها ما ألرا وقيا وقناق وينسا جينا بات وكيوغل خواشكا وينقطع توصل ده قنصا خزوما دات نستان واش حقن شولا وقع ورا سمويا ويال دك خدر إنس أتس همانخا وينوق يبرت بوخو شين خوش دولس وإستخوش دولس وإز ملقا كيبرا يهم دوتشوغ أتمعن ساني يدوتشوغ أتمعن يتدوكشوغ إشا دوتش دول هما ويكوارت مواستغنا أتس كريملن لوغ دوي أتسون خاديزر نقاسن إشا دوتش دول أتس كريملي لا أم يعدل هم دوي خاخوش خدع دوتش ولاحا تحقا أتسق وأقر حلقا إشي قيتما شي سين قيتما دون إشا دياش دول قميالت وشاتل ديزقز هندالشا بيلغلا بعاشرش كاويت يعين وقتول موستق لوش دغه موستق چوينوق ادوال غيرشتول ايبيتانا اذا شمت يعدلها اذا توال دون شا ويلچنا شادياشتول قميلن ويل هم دوق الشمال قدير تدوس سوار يسو قوچو بوت خام بير براسين سوي общественная организация шьюча قزعبلش دي سروي تا قزح
шуна хушду вой ичкери царх общественную организацию так отсундан ше этто белч ше чачу يوزيتشا ودنيا شعبول ويناخنا خائتا دوي قزا اشتق وي يقير همان تيحا مصو ورح يجديزش قحيوكش بعنش ليلو غيرش общественная организация ичкери или хулиза версия маттачи ичкери царха ويقزا بول بيش фонду что доузит хайт вордоксон девресу Абдулхаким из Чечения Дернеги зи Туркой маттача чечен ичкери дерне нохчи ичкери дерне хулакас иц аютун официально та цашу ахшо ханна ю из туркой махка официально зарегистрировать ина что от организация болбеш годалу ушло я шейца проект чага мюлха в общем фонд общественная организация ша аур кулани цаулка болха хуняка лилу уж болвайнахна قيتش ويز جارجل ودول قامنشنا باق بدي مثلا اشتخايته اسم ريكوزيت شو وقت يح وقت شو عيوز تش دون ناخن اشتوي داخل در الله خيط بان الله ريسخو Абдулхаким, как раз вот Инстаграм, хаил раз Инстаграм, вот ссылка шаг, вот, иншаллах, да, дихарду, مثلا يعني подписаться ديتسيجا هدى تصور دوين تا هنا قصتل يش وليد نون ست يعني خيريو شوكي بوبليكات شتاخشي أو عبد الحاكم يشي إنستغرام أو يشون تيجا عايش подписк يلش هون يالشتا وما ألر تا تيجا هدى خور شون تا يش خينا هنا قصتل ده يحتو خربو так репост любой орой вой гулка дожди деш он делал жвой яшон и отгайский оппозиционер шбукой он Навальный до Ходорковский царь канал гушукшон мой он просто царь ёл возможность чует например тот же и дождь канала когда диге просто инзарид он возможность шук царь хз оформлять деш ёх аудиторию что любой тем, любой умный, что нахал хаита, ну, дийца, это боксер. Уэга ячон, возможность, уэга уэйол, возможность беячон, сунде уэй тут ауш, годи дишушон, хар социальный сеть чук уэга, квэ, канал яци, радио яци, цакхам яци уэй цачона, дал могла. И халит луш довой, и стратегический пункт чуканы, цапункт медиа бол хакол, вой цачон яц, вой блогерш буй канал шуй цац развитый телеграм, амадион ца медиа ресурс яц клейдион. Цара дина бюсен эфир шук, дина бюсен вещание юк цар дающий информации полностью шей ناهن دقاش لوش ده هم دقا چیت کسر وای گایت چون استانه یه وای متایت یه کش متا یوروپیسکی متا یا انگلیسکی متا لوبوی یا یورسی متا تایت کوی چون ده ووش ودی دیش دوای تا اشت یو ресурсы поддерживать دیش دوای انشالله تا از общо خسروش اینزی سیلکش и Инстаграм и канал Абдулхаким ега ошсу хахино организации ега иншаллах тига داخلات подписаться دي دايس بود يورجيز ان شاء الله ها висала عبد سوغليچку языны кузах цахаттыр эфир чуашуг дакучта цаиз кузада из Нулхаттер как себе представляет Абдулхаким объединение в Турции, предпринимается ли какие-либо шаги Иштахаттер дух вайгдазанюх. Есть ли взаимодействие или контакты с другими активистами, даватчиками или просто с чеченцами? Кузах цунахлять эльча, вай кузах бяш бол волха, кузах болча, на массам бойш бу, вай кверта цаалаш ваншут, ах вай угар квертега, вай бух бу, вай ца кел вайгар лилу ди шум дат свой и бол няк дакия харбия. И бол няк дакия хара и угара خليشولشن يقسمو يز أوجر دق مسل دوز هر دقيقش بول نيق بقدوش نخ تبويش هر نيق مو دحوش بو
وقنيقت ديك خدو تسبو يشحل إذا تصدو زر دقحو لحشا إبتش حلق خما إذا تصدو زر إبتش حلق غلق ليلورن تيحا ميالك إزغو تسمان تيح دوي سغو قحيك خلر إيا وانساني خلشتويز أما يهم ويدعدي تسنشو تيحا بقدو شديل قنيت متسا تعويني خأوش بوصل بوبوشو استجد ساني تقيتم خل بات سخوي حنس كرو يقير هم دوين تعبيلغلا هو قومنا ديننا مسوا وتعمواستغنا قاسن استقوات صح ملخ سجد ساني ديت أغو يوي هم دالشا ويا دهوش ببتش حلق نيقبو إبتش حلق نيقلش أو بتش حلق شوح ويقامنش حلقش قدول قامنشي ناخ خربوت شوح ويدين حلقش قدول دين أغون شوش ناخ خربوت سجح تعتون دلا أتومن ثاني ويناخ قاست وثاني أغو يشيات بقويات أما وي قوم خداجة وي موتخ وي إستوري خداجة إذا حلوا إيش أتبتش حلقو شيء أستيقظ يوشل أغون ثاني غردي أش حدا حشدويز سندلا إشاء إني قد عبا حرق تاق إيه وي ثاني تعجيما يقمت تجيش بشأ وين تنها تنهمن تيح تعدك نيجت ثاني قحوي يكشبوي خوش ناخ أرجنزاتش مسوا أغوش بوال بقوي دايل قنيت ما تسمى أغلرا تسقية مشدوش يقزع ويلي واشتول شومن وي ثاني زين عبولش ناخ نيقحها إشت أغون شيء بروبليم شيء وش دايل قنيت ما تسمى بوال دحوش دقوي شو نجش تعدوت سنخ الأسبيل قل دخلوا برقصن دايل رئيس خلول عبد الحكيم أخا نوح حمدة تاع خاطر السلام عليكم مرش دوغي الوجري عبد الحكيم مرش دوغي العصوش ديال دا سخطر دولش داس اما صون ألوش درك ديال دا وين نسو ليلي يز شو شي يقع بين قوم هنسال صحيح نزم مالر دا ديزوي يبي كيجيش ناخيت جاين شي زبير الشي نيخا تسلر دوسيئة اش سو نسبيشا قينيك سو نسبيش اس قينيك نسبيشا ايش سنهم ليل دا ديزوي هر غلغو وجنوخ چو هر تركيا رو هر ايردانير رو وج فرنسا رو تبوخ شي هم شي بيت بوت قميل سدش داتس وين يقع نيس درجه شيء متى دعال ديز تشوغنا خي قيتر عمدوي إناخ إبتناش تسشا نافي وقاها ويبوكت إبال غير الشيء شيخ تاع جيروي خليت رحمة يا موخ على سويجي إنجليز كما تاع مو إردو so they could be ahead of us قيتر شيء تاع قيتشولز تج خليت غير تشا وين عترش ديشا إيش بول دوك ناخبو وين تصير بقوش تسوي شو بغدي قالشا سقيت تاع القما دات سوش ديك دو نوع دايل رئيس خلوش وينسي الله رضو شون عبد الله آخر شون ويستوي وشنا يوتاقا وي مصلعة تندقي برتن دقي إذا تعشيكو يوتشوي قوم قيتم سوي قوم إيتسو تحدين هما دويز داق أعمد زكايب أعمد شي دق برت بوشتول هما ديحا أر بتشعل تيجاتو دا إمبلغل دقش دويزا وي إستوريك حوس وين مخار إستوريستيك قرن شو واحدة بلغل دقن هما دويز قامنشنا ناخنا تيو تشخينا شيت مسل شدوال تقوي إستوري حاش وين قوشتك هدو وي كفكازي عتا يقيرا إشت إمشي يقع بيتنش ليتن دات وين بيتنش هروي كوارت موستغا وي لاتي وانشي نحبي دول دل دات سنديلا همان شدوي ويت دات اش ديل قنيت ماتس يا خيلا دات ديل بربنس اش خير دوشا دات سنديل كوارت دغا وي هم لردر دوقوي وي هم لرد يا خيل شانا وي لربا بوخ بو وي لريا استوريو وي لرد قام دو غلق دو دين دو مسو همان بوخ دو ديل قنيت ماتساني توي واش وقال شغلات بركل شو خرص خاطر يا زنسيو تنخلات ايشتوت ارح دقعونا شيل нирдела Дишлор Дерсон. Совсем недавно в Турции был скандал из-за попыток официальных миграционных властей депортировать наших сограждан обратно в оккупированную Ичкерию. Какие события произошли в этом направлении с тех пор? Вопрос исчерпан, аль-Хаттарду. Вот снахляцинц именно и конкретно случай халячану хузах депортация именно вей нах эмоциональный цахам уат делхилия Россия сабиях бо чумт эқвеллан иштрозес кебел итснах цандега қера
официально قير زكون حا إشنا خا ديبرتيروت بيش باتسوخار цундейлет сигаха ша депортация боштул хумдацер хаттер и миграционную службу халят киехач доцес за халху хахриз ох махк аляш тол хол цани дук киехач цани проблем что что цажим бан цани охар халоцес миграционной службе депортационной отсе давюкш и хейл что иш цикчуалат бяш бориш сухена бадош именно отсне вопрос ишти медиа швах голга ял خيقيش цазбанш цани нисдела يستيلرس أما شاء إنسقوزا حوينيخ دول خاطرة يتسقول حالخوت أحمد بي أبرشين خلاتس وي دوزيتر شا حال حالاتشا إنسق دنيا شو قدع تم حيلش جونا شاغ مالو وش تأشونا قزاقي أتش دوردو الهم ده تقولش تقول تنبتش ده وريتحنيق بيباتسكو بيتسن بكتا شابش برتع بوشا ليل وميزر زكون ساعدل تا أفيتسالنا يقمتكش داني سياش اشتوش ليلر ديل ريسو صونخل عبد الحكيم بيرجل داخرين تحر حقين قدري عبد الحكيم برتخ لاسون عائله خنسوق تورتسا مثلا غلغاي نوخشي بو اخدونا مثلا غلغاي تباخش نوخشي تباخش از بوخا عش بولچاره تير دونا شينوق ابل برتي شينوق تباخ كان شار دون له تو بيش بول برتي is dabo zitter alt akhway nok arians when gindu is masala dona way deextol qopa chalqa way nyukha hadona duqu don galghi wajribu akhway masala ta kwach tade enq dona har galga u har ta mel taqiqi qidam du el dona way ta dagde inda sis da qoq arians way khittel da sis da galga way hanoq shi way hawaj way الدقة دقة هوك إنترنت شوح قش دوينيس هوك إنترنت شروي دولشة إبرت بوش دول قميل شي إبوخ بود قميل شي شوي نقع دات دقة إذا دونا ويغوشي يقع يحقدر دونا سونشو ديك خيط إس هوك أغورة دقة غلغة شويجر بولش أغورة دونا ويغوشي ديستر دونا وينقع دق دونا إيش تخلر تاخوينا مثلا خوشدو يقميل شيء مش حد وخشدو تاخ حي قميل يحدونا بيرجل داخرز دونا ات قميل شنا ترجو قطعو يتيزوي اما وين يقع بالبرت بوي خايت بيزوي دات مخيل نزلو нашему врагу дат авишт иншалла дал мулава и бартон قيق اغبلر دوتك دون يقلبال متك تغوسون ook mostig doen, wij mostig doen, scheidig doen, lielem dier doet zij scheidig, lielus dek doen. Maar wij nu kan bart boeg worden, boel, tagjes doen, wij boeg het erabat. Gazneer zijn doen, gartjel doen, dagitten. Als muziekje doen, amels doen, ter wellness doen, ter hash, steeds doorge, wij niet de dag die is toch wij moet gul doen. Toen de ook twaalf tensa. وإز حق دوز ويا حق در بحن خدو إنفرماسيون إزبروشيو إنترنت شوا تاخدون صن دو حال دون إيش تخمن صا دو حال تعم تألشة نيس تهول إسقون دألشة إنترنت تس تكيز قبل بولش بولناخ دون إيش تعهم خش دون بقول محتر دو سنة إيش تعبرت بوش نون بقول دون تعدق أت ناخ نقع أم نسمم دي وينقع خما دأت просто اور تجي دونا شيء دقن حاش يدقي حاجن مخلي دونا تنزدول غلق دون تقور قوم نقعدون يعرج دواق دول نخه وش خلش بو نلخش قوم نشن يقع تنديرة أصلا خن قطع ترجوت ياش إشت ويبرت خلر دعوة إشت قميل در زين يتخيط خوات ديريسكو وين سي قالت من ساشلو أشتري درس فينس قزع مسيت شو خنيو ديل قربانس وينا خن يقع حق يخ خير قومسة تركوي قومسة يخ ويقاتشي شو تشاور خير أبشيس أورجانيزاتش مسؤول بالبياش تقوي أقا ويبالبياش تجات بتشال بوخت أخيرا ترى ويقزعها ميالدياش طولهما إذا ديل قربانس دويش تحت إذا ويبتشال قيقيتم ويبتشال قاني أتسوق يدوش دويهم تخن صو قزع قان قبك خير وقزع أما ابن بالبالخ إذا تنخش تع أوبته خلي تع براكتيكا خلي
خدع ليلو ديزا شومنا أتبوخ يقع حادوش يمهت قدع لوت بين سوي قزع ما ليلو وفي تاينت أتسوق إيرا إي أحل شنو دوزنا تاع برينسيب هو قزع ليلو أش حياحش دائما وي كيوغل خوش يهم بيلغل دا كان حيوش دو قزع بالبق شارع دون نزوي بوخش دو تاع مسل ثاني ألش قرآن شوح تن примерно перевод بيلغل دا كان دوق إبود دعبالر بحن هدو سيرلو حقيتر دوق قطعة بحن دات إبود دعبال سيرلو تيبي إبود أعمل بيتشي أعمل جو وتسمون حو دغير شيء دعس بول إبود سيرلو حقيتر تبي سنديلا وي ناخ دوق حول تعبود نعلاه تشبو تدلع شولخه يويقام إستوريا حق ويقام نش سيرلون دول شغنا يخني حق وين بود بحش بوخشه يوي مواستخيبو هنس أتسمون مالبوخ ببات إستوريك شان خوردوز أم دلها إشادوخ شلر تعمسل دوق إغاس قبوخش دول دوشه وتقرن خلق صورة شعغوسق إن البود الدوش دوقش أتستير حق تيلانو يغاس قشن بود الأتسمع عن ثاني إدوش إيش دلع دا تعدوخش دوقس اس مواستخ دا إن بود ببقن باتسوانت أتخنا يغني حق أتبودن شوى قيسغر چتر إزبروشو أتسوندل إزبروش شان أتسمان دوحل أسنس قزح وليل نجم جينر حداشن دوز دلح وين تقون عليتن دو هم لاتر دوز أن ويا هم خلشة ويتس أتسمان تيارجلو إن أتسوندل شا موخ دلح إديتر تسا ويتس إنرجي خلق ويتسوم يوش شبار معبوش دوي إز بيلغل داخل ديز دوزيت ديز إناخن أش بيش بوال حلوة إن إنفورماسيون بوال بتاع مواستر شو متشح وينوك خوبيتن ديشتو إزناخن دوزيت ديشتو أويا أتسمنا دوحل دحوش دقا إبوخ شو دالا بيلغل يقن إسيرلو ويشليل واش دقا قيش أو ناخن دا بيلغل دا ناخن سقيت شو قول عمسان هم دقيتت ويحدحش دقا وي بتشحلق نزمز ويقوموا آراء دالدون بين قيقمز هو دنيا نو قوبلدن أتسوي مواستر شاش كوجازن قوبلدن ويتخنا بوصل بخيل إز كيرست خيل إز ملخ قوم خيل إز ملخ بتشحلق خيل إز دال وين دل دوق نعمة دو الخيط وين ملخ سجت وعا خويشان تسعهم حيزة سدياشا ويهم مدر ديتي شوي يهم ديتنش محتاح سيوت أحقا خزع بلغل بوخش بالبوالخة ويهمش ديتنش محتاحا تسحنا أغورا ويبوخشون إنكرلوين ويبوخش دك قوبل سدين يوينيخا يقير قومخا ناخجين باسقا ميالخو نجاحسن أشدحوش دك إش دلحا شيغر دلوش دلنا أصل دوخشنو البلغل دوخ قرصم ديلا وتسومنا إش تويتسع برينسيب شتي عدحوش بوال بوي ديل قربانسا بيركة دك دعبو يتشابو قس دالتيحي بيركة يلزم ديل آمين آمين هقوزا يستال غيرشا ويش تين يرتين حمارشا يول سيردي كاخول يستال مقردون تين Høyeste kveld som har seri marsha dogil shuisandel. Has shuisa. خشون تين مارشا El marsha khil. Galat har ağlar inir astakhan yahiyanstun hala dog. Tot sakhilasa heshi bolshwah hinst do qayot shbi chutsayel sohok chu حالق ديتن شو خوديتن تخ سون دالبوخ أصلا قاسن هنت أسخات دول خاطر إي قش عديتن دل أحسن قنت يدردوش سون تخزنا سون خلو أشتر عبد الحكيم دال حبول بلخ تحي بيرك تيويل بيزان دال أتو بويل شون تح دوق دو إدوق دقيحة دا لشون دينال حينر لويل ويزانديل هوق نوقح هوق ماشو نوقح هربين شازلوت أنبول بلش دوقان يعتصرتو تركو مقصد غاشوزو نيست ليرسا تيجر تركويج عوغا وي نوفشورسا لارم بير إخلارم آلبكردولشتا دقاش متيح داكوين أول شتوق ويد عدا وسيت عدا خنشي أولي دوق وين يقع لي الشتاق هت خلارم تخن بوي تركو وين أخذ سيتخاطر درسة شوز لغا وي دوق ماستري بو يرسي وين وي دو دادا غيرت شوق نوق أحبول شير داق شون تسيقح نيسلوي ماستري شون كوكتيس تسيقح بوي تركو مفكح
إذا درسا قوس لغات سيجح بولش بول تركو نوخشي تركو أولي تعرف ويدول شدائق نوخشي مبويتك حاضرها تان إيوه باسبورت اشتال يشول شتودات إذا خالرسون بكل عبد الحكيم خزر يوم خشوا تين مار شغل حصر خوي مصو نوخشي يشا حق وينيغدي قميال حاجن بول شيء دبوش دول همانسا شيء دوانسا شونديل ريس هيل وزنديل ويمصو همانت عليل وشومانت يحدون شو سن دونل دوش وينان ويجري شو خلر تاني بيه ويهرنياق دقيوش بوتسي إذا دول دنيا نخوش دويز وخوي بوبوش دول دنيا ميل دوتس اياكتن إقوانخي قيبش بشا إشت دونل دول زودري بويخو أشتنديل ويمخا دنيا ميل دو ويزودرشي إنزريج أو سيلارم بيشا بو شتونديل ريس خيل أحجويا لنا خاطر درنا دوقسيدو حتى رخمسو وينوخشي يجرشنا بعدين دول خاطر شخلاتين دو حالدق يحلق ليرلارم بوي يدوش يخاطر جو بقدوش جو ما عندوش خاطر دويزة أو تنجوه باتس عشت أخو لارم بوي باتي أو تشا قاش ميخر داتس جمال دقتي أخين ثاني يبوخت يرحى بيلغل دل درسون سوي دائم قميلة بيلغل دوخشدوه ترك ويقومي ويق لارم خلارة تنخ بحن الشخاء كوارت شبحن ناخن حلخر دوماشتك وي طوامبردو بقدو شات ثاني ترك ويختيات بول هم دات سو شيء استوريها هو قار تمش دين شو تمش دين كز قمشدو ويخا دون هوش تامش بيشوش بقي بيشتول هما بيش بولت وما تسان بتشال قيتم ثاني تقوم قاني قيتم ثاني ويقوم حبح شخلر تاق اوتسل كزغ دولشها اوتسومن ديره ويقام يخت دولشه خو باشر شكها قيسن ويدحو شخلر هوندالشه ان شاشه اقر شي بتشال قلاچوي بيلغو مداقر استوريها إغاسقي بتشالقو دقحول اعتار دياش دول زيت ترس دول تمش ثاني ملل خلوقر بتشال بعنا شخص صباحا البوه باخد تون ديلا اوتسل دون شي بتشالقا دول دنيا دهو ما دوش دقحول اعدون لاري يشوز غاسقي بتشالق ثاني قارتلوشا اتويقوم هم لرأ دياشا يوي بتشالق دائما بتشالق بوخنس يوحنس حخنيول إغورسكي ريسبوبليكا مسلش دأدوشا تون ديلا ويجا قستن شولارن بوقه سندلا أحيو شول خينش كها إتعاوي بخلياتوي هقانا ويا أتعاوي بدويش داتر أما يقدل همانشا يدعو زيت بوش دولم إيش حلوا هقان شين دكتا وي هينس بيحكا نوخش دو حال بيحكنا بات يقيول هن تعوي آمل إردوكوي أدمي آمل إز مسوق آمنا شوقع ديك بيجو غو بيجو أسمان يحقا رقي أتون حاجة مختصات بوقا أقا أم بقدوشة هقانا انت إحارج خيناها إيوي انت عبوشل آغوي أتومان إحاوي خميالا هقاير دواق ديدخل مهتك خوير إيهم ميالا تصدويش تعب برستوينيخ ألش خوزر إيوي بتشعل قنيغت إير إيهم دعد يرزينا دعد يرزو غير تغير تنالش نيس خردويزة ويتأحدون إبتن شأدو إلا يغي قاست ما شأخلا إيهم خلج خيناها تخيناح ميالا يعبوشل آغو نيس اللي قزادوي أما يخوت أحقا ديل أنيت متسهو بوخلر نوخشي قزا خلر باندوش وداقيتش مهتاج أوغوز بوخلر نوخشي أو بركل أولوي هند ألشا يوحانس قز حبه كنجدون دع تخن ليردت أقات شلسي هوق بتشالقو مسوشي دوزلر دش مهتاج يوقعت إمش شا بتشالق بوغ داقي هر يوقع حق وينا خل بقزا خلر تاني ديل أنيت متسه شوغ شيسي يح مسو أغورة لرق دي نتسا قزاين حلقي حبه كنوخشي تون ديل خير قوم خير بتشالق ويجرجها يبوخ بولش بو ديل قنيت مز سخينا يار بولش بول نح قزا تان بوخم تاني بيحكن خلا أما هقل تحبا أخبع شدال جلد يحدال تونخ تعبيركت ديل تعديكن بيرزي نوي قوما يهم قزح إنا خلر بحن دو شوق بتشالق ويجلارم خلا ويسي خلا هم دال شوي هناخدو
قانا إس أي إتشعال دويزن دات قان так ишейна хавен теху чбуй гушкалчат а канюк эркер граждан шмабуиш оцуман санич ога ваих силарам ахлоухер и вай хахендол и питна шук эдольч хейнаха вай обща холах дега ибак бедди ха من زوي قزح بول خدع دعوچينها بچالق صرخ بي وي قزح هم لي اندات بغدوشه اوتصرخ ويت ادغانش متها سي لار مي غيل قيبي وين ساعه جنوم داتق izibiešu bābāts, don izibiešu kāniet, otsumant ja šeinšu doizandu bo šeins i vai khuzahat ja habahka noqchi halachdu ja aguanch o masu awa bilgalokshuk i elch kharts khirdat wayna khuzah tsadiash do si lara ma ginawen hoqturku qomiya gara hoqturku i taypan общественная организация шкара way khuzahin sliylashtag way tarwa ahtuang elchawen kha way dol dunyan chuha way halt haterdu تون دیلا قنطه واشاس عکیب شخیتو و تانی آوا ترو خیلی اتویت ادوالشتگا ایوان بوقت یحخیل بو اینیاب تخنا دنیا انشوا حوای دحوج بو правительствос ибуал ихум بیوای خلا دات اتومن تانی سیلارم بیگین دات سقوین تون دیل ایزا تمسل شخ مسل دوین و دبع بیش بو نیاق دوان بایسیان یحتل دیزا یخ قول خاطرتين قول خاطر دقر دیلسون وینسی شاملشون دقدا قیش Pasport iştigal eler asqo ozlog itsikah beykh pasport şadaktin ise tashish algdalah ikhatar quzah qol della wa urkhliq ishtiaq quzah yu'al kham binir kham bin shuldiha wa правительство сацухенаха ардах bin satsam arbah kan zorbne baqariz ish quzar bukhlar noqchi muhajir shbu quzah khul qish pachalqshka khulis hal arbol bo noqchi muhajir shana إيش إبق ويوزش سير باسبورت ده قيش خلر إيش ونوخش جراجدن شلوش خلر ده قزع حوي إنستغرام شو دعتوا يا باسبورت يخش أديلنا سلك يو تيجا ح دقصة خلاها إيش تقطرك وبخلر يا ألبو نوخش خا إيش باسبورت ده ناخ بقوي то есть гражданство яхкуе шалдат церга إيش وي граждан شلوش بو сразу на паспортом чувак церж экиелч Deres foil hon dik shwabteli dal akto boil ots alat yolstal hokmar shona qahtolum khuyla qoyvisan de dal way nektish joploil coach khuyl way nektish barkal hon yelaso آمنتين ديل رئيس خيل خونا سيدي أحشوية ونا خاطر دنا ديل تيحي بيركة تير ومسؤولية وشتون ديلشون عبد الحكيم صدر خوك تا خاطر انس حق بيرقدونا إذا وين تعود إياقتن بولناق بحث وشينت دونا تطور تعبما بويش أقتيريو تيجا تعابلي يعني يوتي تير أشبوي أتعادل تاني تيو أخشنو تير تاني تعبيلخش داش تعام داش أشتلوش بوي تيجا ديلا وينسي يخاطر متاع بوليتيك خولا خاطر دويز إذا داق دنيا ميالدو خيلهم دويز داق أتسمان تاع هرا ملخا دنيا بتشعل خوليل واشو بوليتيكي ويت غرامك خد عليه واش بقى شيء بولخ غير официально законах террористической организации هقار أتونك حاجة نشأ بلخ دوقار حق لوتر ديبورت تشوبوف официально شيء يساتم باتع نجحسنا террористической организации تقيا ونشلا هذا يوجد أقشة политикات и мало يوجد غير يوحنسا вопрос национальной безопасности до أقشين شوح تعبال بيشخلر يتساعدوا قيول بتشحلقشيا يملخ آرر تاع организация شاشة شوحة تؤرر شين شوبال بيش تيب أغوان شوش أتونك حاجة إيش حولش ملخ شيش قيش حولش وقير مواسطي إنزل دوقابو مسو أغو تاع شيء نزمش حاجة عليه الدكتور يبلغش دوين تاع رغدقة حنا دقة ديك دو ديريس خيل جواب دولار سنة خيل ديريس قطعوي ويخاطر دلوش عبد الحكيم عبد الحكيم версия насчет учебных заведений. Тому, кто хочет поступить в университет в Турции, есть ли возможность у европейских наших соотечественников обучаться в турецких высших учебных заведениях? شامل وين خوش دقة
دقو حقيقة студентش بقوزح قيل بتشالشكر Европе СНГ юх именно и цера вид на жительство и киехат дахкар цера упрощенная процедура что цер тейп قير شعش كعال نشكح مخا أردقو университетчу إيش تحبوش وين بويش تبويش جو دق بقوزة دق إمنا بي حبيح كان студентч ثاني بوابيش تحيل دقيو بلاتنا وش أدلنا تارس بوابيش شيء وما سؤال وإهتونش دقوزة دوتس شنو وين دويش تو حالت على رئيس خال جطلان مثلا فهمت ويخاطر شاق دويل عتاق افير داير زوش عبد الحكيم مرش يتش دونا هم ده مقردون يخاطر قزع دايت عنا قعصان ناخ نيخ قزع خاطر ديان قزع تورتسع وي باسبورت ثاني اشتا غلق خلش إليلو اتو بولش ميتنج شوي تورتسع شمل وي باسبورت وين مخار إذا بتشعلق نظام ثاني دوزنهم دوز دات أشون دنيا شو عدول حالدو قزع دقة وي أفيتسالنا بريزناتنا وتسخل شيء باسبورت ثاني دقة أما شيء باسبورت بحنا وين مخار إيش تعسقي تون نيق تون داخر تون политический взгляд оли тун показатели отхол ха и паспорт خلره и ملوخش نيقطع استق خلر أتون حاجة هقار لارن بيش سيدي أشنيق بويزة أتون حاجة بحن خلصنخ تعسقر دقة قلوا باسبورت شلون لوش دقة و правительство царх официально قص حلوش دويخا إشت أتأو نخات ناخمس نقيد بالدوكومنتك شو مش تبتشعل نظام ثاني الشيء إذا قزحت ليل شيء تبت باسبورت ثاني قزحت تبلش دمكش كيه تقمكش يا غورة وين مخ الدنيا شو مخيل يد قزح دول حاجة الله رئيس خو عبد الحكيم تحك ويديك قميل دير ديك فيلير دا رئيس خو ويقوارنا ويتقميل درنا دا شيدو دويل تاخ بيش بولغا تكتور تاع قتشنا ومسير دال تاع بير كتير تاخ لدو كان داخ مل كان دا شيدو دويل ان شاء الله وتدادير زدوي تاخ ديش بلخش دروي نقاسن خيات تشدات ساها دادير زور درخو يا شيء سو شهور بنسار بيرق ما يقدر تاع درس خلق تاع زاد شيدو دويل تاخ مارشال دالوت ويقولك مثلا شنو الوينس شنو ديال ريس ديال ديكنز بيقم بول ديال تاع بيركتيل ديال ملاحقة شتون ديالك ديوق وخزوي قومنا مخكنا أمتنا قيدي بيركتي بلخشتون ويق ديتر اشتويت يعلونا وقمنا سايما بيركت خليتر مسا آمين عبد الحكيم آمين الله رئيس هو وش داق لاتن حوش الغارنا دا شيدو عدو مس بوصل شنو يبول كوي دا احتو